Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясы коммуналдық қызметтерді тұтыну бойынша әлеуметтік нормаларын енгізу туралы болмақ. Біздің құрметті спикерімізбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы Бөденеева Әсел Қорғанбайқызы. Қош келдіңіз, Әсел Қорғанбайқызы, сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар, қатысушылар. Бүгінгі тақырыбымыз тұтынудың әлеуметтік нормаларын енгізу. В целях повышения культуры потребления водных ресурсов и стимулирования потребителей к водо- и теплосбережению в законодательство о естественных монополиях внесены изменения в части введения социальных норм потребления для групп потребителей физические лица, это население, направленной на установление повышенных тарифов в зависимости от объема потребления услуг водоснабжения и теплоснабжения. По принципу, чем больше экономишь, тем меньше платишь. Дополнительно полученный доход субъектами естественных монополий в сферах коммунальной собственности будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение ремонтных работ и приборизацию и прочее. Если в разрезе сфер, перейдем к разрезу сфер, тогда у нас в сфере водоснабжения предусмотрено применение 4-уровневого тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом. Первая группа потребителей – это потребление до 3 кубических метров, будет применяться действующий тариф. Вторая группа потребления – это от 3 до 5 кубических метров, тариф будет выше на 20%. Третья группа потребления – это тариф будет выше на 50%. И четвертая группа свыше 10 кубических метров применяется двойной тариф. Если говорить о сфере теплоснабжения, дифференциация тарифов будет осуществляться по величине площади жилья на одного абонента, соответственно. Первая группа потребителей – это потребители, имеющие жилье до 100 квадратных метров, будет применяться утвержденный тариф. Вторая группа потребителей от 100 до 200 квадратных метров, тариф будет выше на 10% от утвержденного. И третья группа – это свыше 200 квадратных метров, будет применяться средний отпускной тариф, то есть намного выше, процентов на 90. Внедрение социальных норм потребления будет сопровождаться контролем целевого использования дополнительного дохода. То есть субъектам естественной монополии ввиду применения данных норм дифференциации по нормам потребления именно, полученные доходы будут направлены на капиталовложения, то есть ремонт сетей, закуп оборудования и так далее. В принципе, все. Ақпаратыңызға көп рахмет. Енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Слово предоставляется журналисту телеканала Алматы. Добрый день. Расскажите подробности работы нового механизма экономии коммунальных ресурсов. Получается, дифференциация будет распространяться только на группу потребителей населения. И, как я уже озвучивала, это будет распределено, тариф будет дифференцирован по нормам. В случае предоставления субъектами очередной заявки на изменение тарифов будет введена новая дифференциация по группе населения. Сверхполученные деньги, которые у субъекта однозначно будут, это будет контролироваться, и направление этих денег также будет осуществляться за ними контроль. То есть в случае подачи заявки мы пересмотрим дифференциацию. На снижение износа у нас имеется, и мы ее реализовываем, государственную программу по поручению президента Республики Казахстан «Тариф в обмен на инвестиции». Как в прошлом году, так и на этот год утверждены дополнительные инвестиции, которые направлены на снижение износа по теплоснабжению, по водоснабжению. Ежегодное снижение износа в пределах 1–2% по городу Алматы. Рахмет.
Келесі сөз кезегі Алматы акшамынын журналистине берилет. Сурактарыңыз бармы? Спасибо за вопрос. Если говорить по нормам потребления, то в данные новшества введены в целом для группы населения, для группы потребителей населения. То есть у нас законодательством о естественных монополиях в целом не предусмотрена такая подгруппа, как социально уязвимые слои населения. Поэтому в данном случае этот тариф дифференцированно будет на всех распространяться. Только в зависимости от нормы потребления, то есть сколько они по воде потребили кубов и по жилплощади, соответственно, по теплу. Благодарим за ответ. Следующее слово предоставляется журналисту газеты «Вечерний Алматы». Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что будет с тарифами на коммунальные услуги до конца этого года? Добрый день, спасибо за вопрос. Ввиду изменения цены то есть Министерством энергетики с 1 июля изменена цена на товарный газ. Соответственно, товарный газ у нас является стратегическим товаром для производителей тепловой энергии. В этой связи у субъектов естественных монополий, производящих тепловую энергию, имеются основания для изменения тарифов в сторону ввиду изменения себестоимости стратегического товара. Соответственно, это влияет на тариф по снабжению и транспортировке и передаче тепловой энергии, а также это влияет на тариф Алматы-Су и, в принципе, все. В этой связи мы ожидаем сейчас предоставления, то есть поскольку увеличение цены было с 1 июля, по получению квитанций нашими энергопроизводящими и энергоснабжающими тепловыми организациями будет предоставлена заявка и будет пересмотрен тариф. То есть изменения ожидаются. Спасибо большое. Также хотелось бы подробнее узнать об изменениях в законодательстве о естественных монополиях. Если в части вам рассказать, изменений на самом деле очень достаточно много произошло. Если брать период с января 2024 года, у нас изменилось в части законодательства электроэнергетики, а также естественных монополиях по порядку регулирования нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Также, если брать законодательство о естественных монополиях, компетенция уполномоченного органа появилась по регулированию и порядку определения отбора технических экспертов, которые проводят техническую экспертизу по исполнению инвестиционных программ. Кроме того, сократились сроки по некоторым заявкам на изменение тарифов. Кроме того, появилось понятие «необоснованный доход» в целях исключения случая завышения тарифов субъектами естественных монополий на регулируемые услуги. А также у нас появилась компетенция по согласованию кредитных соглашений и договоров доверительного управления. Также регламентация по согласованию этих кредитных соглашений. Кроме того, была в законе о естественной монополии была предусмотрена у субъектов естественной монополии обязанность по наполнению системы Госградкадастра. То есть они обязаны были предоставлять туда информацию. В этой части также законодательство было усилено. В части, если отсутствовать будет информация, то будет привлекаться к административной ответственности. То есть усилилась ответственность субъектов естественной монополии. Также выдача технических условий у нас теперь будет осуществляться через базу «Монополист». Кроме того, были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части наделения полномочий уполномоченного органа в сфере регулирования естественных монополий по внесению предписаний и привлечению к ответственности без проведения проверки. В принципе, все. Жауабыңызға рахмет.
келесі кезекте Бақ KZ ақпараттық сайтының веб-журналисті Ақтолқын Тұрлығазы. Мархабат. Қайырлы күн, менің сұрағым суды тұтыну бойынша енгізілетін өзгерістер бір адам басына шаққанда ма? Немесе бір үйде бірнеше адам тұрғанда тариф қалай есептеледі? Саламатсыз ба, сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда, орысша айта берсем болады шығар, в настоящее время, получается, законодательством определено, что именно по объемам потребления будет применяться дифференциация. В этой связи, как бы выразиться, если взять аналогию по электрической энергии, у нас также есть предусмотрена дифференциация по нормам потребления. То есть на одного человека до 90 киловатт у нас один тариф, свыше 90 до 180 у нас вторая категория тарифа, и свыше 180 у нас третья категория тарифа применяется по именно количеству проживаемых людей. В данном случае по воде также будет применяться, получается, если прописан один человек, использующий до 3 кубов, то есть тариф будет начисляться по одному тарифу. Если у него свыше 3 кубов, то на одного человека следующая категория будет применяться. Если в квартире прописано 2 человек, тогда в совокупности на двоих берется, например, первая категория, это у нас до 3 кубов, умножаем на 2, то есть 6 кубов он будет платить по первому тарифу, по первой группе, свыше 6 по второй и так далее. Рахмет. Благодарим за ответ. Коллеги, будут еще вопросы? Егер сұрақтарыңыз болмаса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Дорогие коллеги, спасибо за участие в пресс-конференции. На этом мы завершаем наш прямой эфир.